Добрый день, уважаемые эксперты! Мы представляем 6 класс МОБУСОШ номер 25 города Якутска. Тема доклада. Кто мог подумать, что это был будущий герой Советского Союза? Владимир Дионисович Лонгин. Каждый уважающий себя якутянин должен знать героев Советского Союза. Мы сегодня расскажем вам об одном из героев в целях увековечивания его памяти на основе изученных нами ранее архивных материалов. Отец Владимира Лонгина родился в 1884 году в семье лекаря в прошлом Дюбсюнском Руси. Мать Лонгина родилась в 1889 году в Богородянском Руси, окончила епархиальное училище и получила профессию учителя. У них было 8 детей и один приемный ребенок. Лонгиновы прожили в селе Бесквель 7 лет. В апреле 1920 года семья перебралась в Усть-Алданский район. На лошадях с переездом им помогли Иванов Василий Андреевич и Васильев Семен Данилович. По воспоминаниям мудрейшего Василия, когда я помогал им с переездом, Владимир был еще ребенком. Тогда кто смог догадаться, что это был будущий герой Советского Союза? В 1920-1927 годах Лонгиновы жили в Танге. Отец работал священником в храме, мать учительницей в школе. По воспоминаниям сестер, Володя Лонгинов был очень жизнерадостным, трудолюбивым, приветливым мальчиком. Он увлекался различными книгами, грамотно писал и читал по-якутски, занимался охотой и лыжами. У него было много друзей. В 1928 по 1929 годах Лонгиновы проживали в селе Тюлях. Летом 1929 года они переехали в Дюбсюн, а затем в Якутск, дом 6 по улице Тимирязева. Летом 1929 года Володя учился в русско-татарской школе. Владимир, окончив 7 классов, поступил на курс соцстрахования и, будучи работником, хотел помогать матери, братьям и сестрам. Владимир Денисович, работая бухгалтером в Томске, в 1941 году был госпитализирован в Якутскую областную больницу. В это время Германия нападает на Советский Союз без предупреждения. Владимир был выписан из больницы, но не вернулся в Томск. В августе 1941 года он был призван Непотреповским военкоматом и уехал на фронт. У Владимира Лонгинова была девушка Валентина Пинаева, с которой он познакомился еще до войны. 3 сыновей – Алексей, Владимир, Илья – не вернулись с войны. Владимир Денисович Лонгинов был командиром отделения пулеметной роты. За мужество и героизм в боях за плацдарм старшему сержанту Владимиру Дионисовичу Лонгинову указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. С вручением медали «Красная звезда» награжден орденом Ленина. У Владимира Дионисовича Лонгинова был один спорный момент в его блестящей жизни. В какой земле он родился? В 2005 и 2006 годах в республиканских газетах выходили статьи, посвященные герою, где были выдвинуты разные предположения. Но заслуженный учитель, краевед Михаил Ефимович Тимофеев в 80-х годах обнаружил личное дело Лонгинова, ВДВ. В нем говорится: «Я, Владимир Дионисович Лонгинов, родился 2 сентября 1919 года в Горном районе». В конце хочется сказать, что мы гордимся нашими воинами и гордимся их героическими поступками во благо нашего мирного существования. Спасибо за внимание.